Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагалдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз! В Челябинске открылось башкирское кафе. Получается у других национальностей, получится и у нас. Уралым стал победителем международного конкурса. Признание людей и признание нашего труда. В Челябинске появится башкирский этнотур. Лечит, лошадь лечит. В Челябинске открылось башкирское кафе. Национальная кухня станет местом встречи южноуральских башкир. Впервые в столице Южного Урала, где количество башкир составляет около 30 тысяч, появилось национальное кафе. Открытие кафе превратилось в настоящий праздник. На торжество собрались со всей области. Представитель Башкортостана в Челябинской области Амур Хабибулин назвал мероприятие значимым событием в истории башкир Южного Урала. Он выразил готовность оказывать поддержку Рите Хусаиновой и собственнику кафе. Это один из видов здорового питания коренного населения, которое проживает на территории Челябинской области. Не только башкиры, не только татары, а всех национальностей они должны знать культуру, должны знать именно ту кухню, которая традиционно была испокон веков у башкир. Гости мероприятия также выразили желание помочь в продвижении башкирского кафе. Например, директор продюсерского центра Ильдар Хуснудинов готов проводить здесь национальные дискотеки. В день открытия он со своей командой подготовил праздничный концерт. Получается у других национальностей, получится и у нас. Мы же тоже такой же трудолюбивый народ, такой же самостоятельный. Пусть вообще про нашу культуру знать как можно больше народу, чтобы молодежь процветала у нас, молодежь любила свою нацию, любила свои блюда. Меня бөтә монда акчаны. Васылышынан бери бөтә халыкка килгәннәр монда. Аштарын хыйланлар бекә. Бәхтең башкорт тукмас ашы булды инде ул итнән. Матур менә хәзер авыз иттегенде. Лауреат конкурса «Башкирская красавица» Румия Русмухаметова намерена проводить мастер-классы по изготовлению нагрудников. Жительница села Казакбаева Кунашакского района Рамзия Ахметова хочет проводить встречи башкирских женщин в здании кафе. По мнению многих гостей, кафе претендует на звание «Дома башкир», где любой желающий сможет раскрыть свой творческий потенциал. Уралым стал победителем международного конкурса. Награду вручал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Итак, Нурия Иксанова, газета «Башкир» Челябинской области «Уралым», телеканал ОТВ, город Челябинск, интернет-сайт Башкирского города Челябинской области. Итоги международного журналистского конкурса «Золотой Курай» подвели в Уфе. Конкурс профессионального мастерства был приурочен к столетию Республики Башкортостан и юбилею со дня рождения Мустая Карима. Спасибо моей команде, что мы делаем такую огромную большую работу. И когда мы только начинали, даже мы не думали, что будут такие возможности, что откроются такие новые грани. И сейчас я очень рада, что через наши СМИ южноуральцы говорят о Башкортостане. Через наши СМИ башкортостанцы передают свои слова южноуральцам. И даже губернатор Алексей Леонидович Текслер передает привет Раде Фаритовичу, главе Республики Башкортостан. Большой, огромный привет через наши СМИ и признается в любви к Башкортостану. Я считаю, что это лучшее признание людей и признание нашего труда. Главный редактор СМИ «Башкир» Челябинской области Уралым Нурия Иксанова получила диплом лауреата первой степени в номинации «Эту песню мать мне пела, на руках меня качая» за материалы о Республике Башкортостан, народном поэте Мустае Кариме, дружбе между регионами. Награду вручил председатель Союза журналистов Республики Башкортостан Артур Давлетбаков. Очень важно, что этот конкурс проходит в год столетия республики и в год столетия великого сына башкирского народа Мустая Карима. Мне очень приятно, что я сегодня смог познакомиться с его дочерью Альфией Мустаевной. Мы побывали на фотовыставке, возложили цветы. Вы очень важное дело делаете, и самое главное, берегите свой язык, берегите свои средства массовой информации. От всей души поздравляю канал Уралым с этой наградой, вы ее достойны. Mustay Karim'in kitabı üzerine benim kalbimdeki Başkordistan kitabı üzerine bir makale hazırlamıştım. O makalede de derece almışım. İlk birinci derecelerden. Ondan dolayı geldim ve ödül almak için.
На конкурс поступило более 100 работ из Чехии, Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Москвы, Татарстана, Дагестана, Якутии, Алтая, Хакасии, Мордовии, Красноярского края, Свердловской, Брянской областей. В Челябинске появится башкирский этнотур. А гостей будут встречать бишбармаком и мелодией курая. В селе Еманжелинка Челябинской области занимаются разведением лошадей. Предприниматель Амир Фаткулин решил развить этнотуризм. Поголовье лошадей достигает до 200 голов. Звездочки табуна, русский тяжеловоз Вася, арабский скакун Диар, орловский рысак Кофеин. Вожак табуна Вася в 2006 году обладал самой широкой шеей на Южном Урале. Златоустовские мастера изготовили для него специальный хомут. Люди, чтобы приезжали, гладили, то есть кормили, чистили. Общение с лошадью, очень дает сильный эмоциональный заряд. Не зря есть такая, слышали, ипотерапия. Вибрации лошади совпадают с вибрациями человека, или так скажем, в такт. Лечит, лошадь лечит. Чистопородный араб Диар отличается красотой и темпераментом. Кличка представителей древнейшей породы переводится как «значимый». Сегодня он гордость хозяйства. Орловского рысака прозвали Кофеином из-за масти. Амир утверждает, что кони – лучшие друзья человека. Они тонко чувствуют настроение, способны излечивать от недугов. Эту силу Амир решил использовать в дальнейшем в развитии своего бизнеса. Так родилась идея создания южноуральского этнотуризма. Единственная проблема – это проблема с кадрами. И с учетом того, что коневодство на территории Республики Башкортостан очень хорошо развито, мы предложили ему, во-первых, рассмотреть варианты так называемого агротуризма. Во-первых, находится в Еманжелинке. Это населенный пункт, который находится в 30 километрах от города Челябинска. Вторая история о том, что все-таки лошади – это традиционно для кочевых народов, это друг. Так как у нас Амир, получается, мусульманин, и Амур Габидулович предложил заниматься этнотуризмом. И, возможно, уже в декабре мы презентуем наш первый этнотур. Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин предложил придать туризму национальный колорит. Так, в Челябинске появится первый башкирский этнотур. Эта сфера поможет хозяину конного хозяйства реализовать еще одно хобби – готовку национальных блюд. Бишбармаком и мелодией курая Амир хочет встречать своих гостей. Также фермер изучает секреты долголетия и здоровья. Этот интерес тоже будет проявляться в новом направлении его бизнеса. Амиру помогают и друзья из Центра поддержки фермерства при территории бизнеса. Юбилей республики отметили в Златоусте. На сцене ДК «Металлург» выступила легендарная группа «Дервиш-хан». Башкирский Курултай Златоустовского городского округа провел День республики. На торжество собрались горожане, гости Челябинской области и Башкортостана. Мероприятие началось с совещания в Доме дружбы народов за круглым столом. Общественники из Верхнего Уфалея, Челябинска, Чебаркульского района и представитель Башкортостана в Урфо Амур Хабибулин обсуждали актуальные вопросы. Я хочу слова благодарности выразить администрации города Златоуста, губернатору Челябинской области. И в этом году на границе с Республикой Башкортостан, в Златоусте, мост дружбы проводится именно в этом городе в рамках празднования Дня Республики Башкортостан. Активисты городского Курултая поделились хорошими новостями. При Доме дружбы общественникам выделили кабинет, где активисты проводят мероприятия, организовывают курсы по изучению башкирского языка, создают мини-экспозиции с национальными предметами народного быта. Были затронуты вопросы поддержки некоммерческих организаций со стороны Башкортостана. Мне всегда радостно приходить на такие концерты, и тем более, что Курултай башкирский, Златоуст очень дружный, сплоченный, хороший коллектив, такая серьезная, умная, сильная команда. И на площадке Златоуста всегда проводятся такие мероприятия. Мен бұл байраме бек сынап тоқшаны. Башқұртстанның 100 жылдығы бетінде бүгін байрам етелер. Златоуста бізді ол байрамды өткердер деп ойламағайным. Шундай матур. Подобный опыт уже имеется. Башкирский диктант, начавшись с маленького городского мероприятия, сегодня приобрел областной масштаб. Председатель башкирского центра Венера Акмухаметова рассказала про деятельность своей организации. Ее центр реализует проекты под патронажем областного правительства и Башкортостана. Златоуст қаласына, организаторларға барығыла мен рахмет. Бар Златоуст халқы ұзын ғұмырлы болып, хау-сәлемет болып, бәхетлі болып, бір-бірді ұнытмай, ел бірге болып шулай ұсырашырға ешірақ язған. Барығы үсінде мен рахмет. Бек нұғырланам.
На сцене ДК «Металлург» выступили артисты Златоуста и звезды Республиканского центра народного творчества. Зиля Бахтиева, возрожденная легендарная группа Дервишхан и Бишбармак подарили златоустовцам настоящий праздник. Активистам, работающим в области продвижения народной культуры, были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Чем отличается куреш от борьбы на поясах? Узнаем далее. В городе Челябинск активно развивается традиционный вид борьбы тюркских народов – куреш. Заниматься борьбой могут мужчины любого возраста. Самому младшему спортсмену, который посещает секцию по куреш в филиале спортшколы Олимпийского резерва по гримо-каримской борьбе имени Мошкина, всего 14 лет. Это не мешает ему бороться наравне со взрослыми товарищами, а женщины могут проявить себя в борьбе на поясах. Южный Урал богат на батыров. История челябинской борьбы куреш связана с именем Хариса Юсупова. Он является первым чемпионом РСФСР по куреш. Харис Мунасипович подготовил множество курашистов. Его дело продолжает заслуженный тренер России Марис Юсупов. Так как курашисты не задействуют ноги во время борьбы, основной уклон на тренировках приходится на мышцы спины, плеч и рук. Подготовка достаточно тяжелая, зато имеет результат. Этой осенью на всероссийских соревнованиях по борьбе в Тюмени наши спортсмены заняли 2 призовых места. 2 спортсмена приехало с бронзовыми медалями. Турнир довольно высокого уровня. За первые места присваивалось звание мастер спорта. Но, к сожалению, нам пока не удалось до этой вершины дотянуться, но еще все впереди. Куреш не входит в программу Олимпийских игр, однако приемы из древней борьбы применяются в современных олимпийских видах спорта, например, в греко-римской и вольной борьбе, дзюдо и самбо. Это очень эффектный вид спорта, именно поэтому он пользуется такой популярностью на национальных праздниках. На Сабантуе вокруг борцовского ковра всегда больше всего народу. Если скачек нет, значит все возле борцовского ковра. Потому что там настоящие эмоции, там на самом деле у людей честная схватка 1 на 1. И всегда вызывала, скажем, интерес у зрителей. Главная особенность борьбы куреш в том, что приемы проводятся с отрывом от ковра. Основываясь на древних традициях, этот вид спорта на Южном Урале постоянно развивается, повышается уровень спортсменов и растет престиж проводимых соревнований. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошоның менән тапшырыубыз тамам. Киләһе очрашкандарга тиклем. Һау булыгыз!